Так, здравствуйте, ребята. Здравствуйте, наши эксперты. Начинаем сегодняшний первый вебинар. У нас времени очень мало, поэтому быстро я вам расскажу. Сегодняшний вебинар — ознакомление с нашей компетенцией. Менің таңдауым кәсіби болу, вебинар номер 1, мой выбор, как стать профессионалом. Ознакомление с выбранной компетенцией. Те участники, которые сейчас у нас находятся на вебинаре, то есть это те люди, которые выбрали участие по компетенции графический дизайн. Если у вас будут вопросы, можете обратиться по этому номеру, который вы сейчас видите. Вот это моя почта. Меня зовут Акзам Вусаир Саюнна. Кто меня не знает, главный эксперт по компетенции графический дизайн. Сегодня у нас 24 мая. Наш проект, который проводит нас областное управление образования «Смотри и пробуй». Повышение престижа, цели проекта, профессии, и чтобы вы были осведомлены о выборе предстоящей профессии, которую вы будете дальше уже в жизни выбирать. Также вы ознакомитесь сегодня, что такое WorldSkills, что это за движение и так далее. Самое главное, я хочу вам сказать, что такое дизайнер, дети, ребята, ученики со школы, чтобы вы поняли саму идею дизайнера, то есть что такое дизайнер. Слово дизайнер имеет итальянские корни, то есть сочетание слова дизайно, интеро означает идея, замысел, появившийся у художника. Появление дизайна в современном виде можно отнести где-то в середине 19 века. Какая значимость есть этого слова, то есть дизайнера? Дизайнер — это у человека всегда была потребность, вы знаете, в преображении, украшении окружающего его пространства, мира и себя, да? У нас у всех есть такая потребность, всегда мы хотим что-то преображать, там, украшать у себя, вокруг себя и так далее. Чтобы сделать это сегодня успешно, есть специалисты, которые обладают специальными знаниями, умениями, и именно поэтому профессия дизайнера в нашем сейчас современном обществе становится самым таким, скажем, востребованным. Где и как можно получить профессию дизайнера? Дизайнера вы можете получить в различных художественных технических вузах. Вот после окончания 9 класса, например, вы даже можете проходить какие-то специальные курсы переподготовки. На эту специальность даже вы можете получить за короткое время информацию и получить какую-то специальность именно по какой-то среде. Дизайнеры — это значит, могут быть разного вида дизайнеры: графический, ландшафтный, транспортный дизайнер, промышленный дизайнер и так далее. Существуют также дизайнеры, вы знаете, что мебели у нас сейчас много даже в городе различных мебельных организаций, которые делают, да. Дизайнеры аксессуаров есть у нас, одежды, дизайнеры каких-то сред, процессов и так далее. Вот существует различного вида вот такие дизайнеры. В нашем городе есть колледжи, которые обучают к этой специальности в различных отраслях. Это у нас Актауский технологический колледж сервиса, сокращенно АТКС, Бенеевский политехнический колледж, это БПТК, и также есть в МПТК имени Узбегалиева. Вы можете туда позвонить, узнать и так далее, получить некоторые информации по этим различным специальностям. Теперь переходим, что такое графический дизайн. Графический дизайн — это как дисциплину, то есть как предмет, да, можно отнести к числу художественных профессиональных дисциплин. Значит, графический дизайнер может пользоваться, смотрите, типографским оформлением, изобразительными искусствами, то есть у него должен быть свой какой-то вкус, понятие о цветах различных. Также он должен знать техники верстки страниц для производства там конечного результата, например, книги, брошюры и так далее. Что входит в задачу дизайнера? В задачу графического дизайнера, ребята, входит комбинирование изображений. Вот вы здесь видите, да, комбинирование изображений, комбинирование текста,
или анимирование графики, скажем, создание объектов дизайна. То есть самое главное у человека должно быть восприятие. Такой вкус должен быть свой, чтобы потом, когда он сделает свой конечный продукт, чтобы этот продукт его как-то воспринимался красиво, чтобы у него было правильное, скажем, цифровое редактирование. Он уметь должен создавать красивые рисунки, типографику и так далее. Например, вы здесь видите графического дизайнера продукты, то есть коробочки от мороженого, да, шоколадки и вот такие различных кремов. То есть дизайнеры создают сначала макеты обложек страниц, разрабатывают, подбирают к нему шрифты, как здесь видите, разные шрифты, иллюстрируют, либо создают коллажи из фотографий и рисунков, работают, значит, над фирменным стилем того или иного, скажем, учреждения, организации и так далее. Вот здесь вы видите, дизайнер, например, создавал полный дизайн для одной организации. Смотрите, например, графический дизайнер создает, во-первых, логотип. Вот здесь вы видите, да, Smith Ice Cream, это значит организация, которая занимается мороженым, да, доставкой и так далее. У них есть своя фирменная одежда, фирменные брендбуки, то есть вот эти логотипы, как вы здесь видите, блокноты, которые он может кому-то там раздавать, дарить и так далее. Ихние, вы видите, рекламные щиты и так далее. То есть вот это все может разработать один человек, который занимается графическим дизайнером. Что должен знать графический дизайнер? Графический дизайнер должен владеть базовыми графическими программами. Это, конечно же, программы, которые фирмой Adobe, это Photoshop, Illustrator, InDesign, это основные программы. А также дополнительно дизайнеру нужно будет знать вот такие мультимедийные программы, такие как After Effects, Maya. Естественно, конечно же, основу HTML нужно знать и CSS, ну и так далее. То есть дизайнер должен знать вот такие программы для того, чтобы создавать красивый дизайн. Дальше идем. Смотрите вот сюда на эти фотографии. Дизайнеры создают какие продукты? Создают они, во-первых, занимаются дизайном рекламы. Рекламисты, значит, что делают? Здесь вы видите логотип программы InDesign, значит, здесь создана обложка книги рекламной организации, да. Во-первых, дизайнер должен исследовать рынок, потом целевую аудиторию, для кого вы делаете вот эти внешние дизайны, вот эту всю красоту, для кого вы делаете, а потом уже для воплощения вот этих всех концепций, которые вы продумали в голове, вам нужно, как графическому дизайнеру, визуализировать все эти идеи и привести уже к конечному результату, к продукту. Вот здесь вы видите дизайны книг, журналов и газет. Конечно же, в первую очередь, когда человек любой выбирает что-то, сначала же смотрит на упаковку, на сам вид, да, продукта. И поэтому графический дизайнер должен разработать такой дизайн, который, когда вот при виде одного вида уже вот хочется взять, купить и так далее. То есть у графического дизайнера должен быть свой оригинальный, скажем, такой креативный вкус. Так, дизайн для интернета. Что еще создает графический дизайнер? Графический дизайнер создает еще вот такие сайты, то есть оформляет, дизайн сайта делает, каких-то баннеров, то есть различные баннеры, рекламные баннеры. Этот дизайн создается, например, для интернета. В любом случае нужно дизайнеру графическому нужно знать правила создания виртуального вот этого графического пространства. Основные навыки давайте посмотрим. Знание основ дизайна. Что должен знать графический дизайнер, какие
навыки. Вы должны, скажем, если хотите быть графическим дизайнером, вы должны знать хотя бы основы живописи, основы рисунка, колористики, да? Колористика — это, как вы понимаете, использование цвета, композиции и так далее. Ну и те же программы, о которых я вам говорила до этого. Также вы должны знать работу со шрифтами, то есть создавать свои шрифты вы должны, например, вы знать должны, и понять, что такое типографика и как его создавать. Самое главное, что нужно уметь и знать личные качества для вот этого дизайнера нашего. Самое главное, вот посмотрите, развитый художественный вкус, образное такое объемно-пространственное мышление, то у вас все в голове, да, происходит. Инициативность, то есть вы должны быть таким инициативным молодым человеком. Креативным и изобретательным, это тоже имеет свой вес в создании различных дизайнерских продуктов. Конечно же, зрительная память, вовлеченность в современную культуру, активная жизненная позиция, пунктуальность, ответственность, внимательность и, главное, аккуратность. Вот этими личными качествами, это ваши личные, как человеческие качества, вы должны этими иметь вот такие качества. Карьерный путь, если вы, например, выберете, скажем, путь графического дизайнера, вы сначала, может быть, будете стажером в отделе реклама, дизайн, дальше младшим графическим дизайном, дальше графическим дизайном, дальше идет старший, потом руководитель, потом идет руководитель отдела или рекламы или дизайна. То есть вот такой карьерный путь можно увидеть в карьерной пути графического дизайнера. Теперь давайте переведемся к тому, что такое WorldSkills. Поскольку, так, у нас остается 10 минут, поскольку этот наш проект основан на проекте международном движении WorldSkills, вот здесь я вам открою видео. Здесь вы видите, что WorldSkills — это на самом деле такое большое соревнование. Читайте, пожалуйста, внизу. Давайте я быстро вот так проведу. When skilled labor, collaboration, and innovation were needed more than ever, the first World Skills Competition was hosted in Spain. Today, over 70 member countries and regions participate in the biggest vocational education and skills excellence event in the world. The World Skills Competition truly reflects the globe. The World Skills Foundation contributes by connecting World Skills is not just a international cooperation going activities nationally and globally. How important skills are in achieving economic growth and personal success. World Skills, the global hub for skills excellence. То есть вы можете вот это видео еще раз просмотреть, потом я вам ссылку скину. То есть вы понимаете, что WorldSkills — это такое большое движение, не просто соревнование. Далее вот эти этапы к проведению конкурса есть WorldSkills. Если вдруг вы будете там дальше уже в жизни участвовать, не только вы начнете сегодня, да, а дальше будете участвовать, значит, вы должны знать, что это за движение. Конкурсанты здесь будут, конечно, они получают, вот 5 этапов все проходят, получают задания. Сегодня, кто были на открытии, вам говорили про экспертов. Вот эти эксперты — люди, которые имеют компетентные в своем в компетенциях, и они могут проверять ваши задания и так далее. Критерии есть в каждом продукте, есть, конечно же, критерии оценки. Критерии оценки, например, дизайнер может выполнить вот такие задания. Все это оценивается. Есть разные модули, вот такие, многостраничный дизайн называется. Вот через это можете, например. Как раз завтра, 25 числа, 26 числа у вас будут практические работы. Ребята, пожалуйста, все зайдите. Я вас призываю к тому, чтобы вы зашли на эти практические работы. Вы будете узнавать, как же создавать, работать в программе Illustrator. И также по
в других программах, где можно создавать различные вот такие многостраничные дизайны. Также существуют цифровые дизайны, упаковки, да, те упаковки, которые вы видите в магазинах, это тоже, конечно же, создавали с графическими дизайнерами. Ну, у нас в городе первично проходит сначала внутриколледжные вот такие чемпионаты WorldSkills, потом проходят у нас региональные чемпионаты, вот 18-19 год, а потом вот такие региональные, да, региональный это значит в области, да, областной, скажем, масштаб. Вот вы видите примерно такие картинки, посмотрите, как это проходит. После того, вот те люди, ученики, которые, скажем, студенты, студенты колледжа, занявшие места в региональных, они едут на национальный чемпионат. Это было у нас в городе Астана в 2018 году, это было у нас в Астане в 2019 году. Ребята занимали медальоны, места и так далее. Далее они идут уже мировые чемпионаты. Мировые чемпионаты, естественно, они могут быть в различных городах нашего мира. Это очень престижный, скажем, такой чемпионат, конечно. И интересные факты на сегодня, я просто хочу с этим закончить. Термин графический дизайн был впервые употреблен в работе американского иллюстратора Уильяма Эдисона Двиггинса в 1922 году. Но в 1963 году Айван Сазерленд создал программу 3D-редакторов, назывался он Sketchpad. Ну и сейчас графический дизайн входит в топ популярных профессий, как вы знаете, среди фрилансеров. На 25 число, то есть на завтра, ребята, у вас будет вебинар с Сарт Мари Тинелхозе. Она является у нас заместителем главного эксперта по графическому дизайну. Завтра она у вас проведет урок. Дополнительно мы вам скажем время и отправим ссылку. Также 26 числа с вами встретится из Басарова Асия Жарылкасанкызы. Она эксперт-компатриот Сеновского колледжа. И я хочу вас всех пригласить сейчас, кто зашли. Очень хорошо, что многие сейчас зашли. Пригласить вас на их практические уроки. Пожалуйста, заходите, узнавайте, а потом уже дальше можете участвовать и показывать свои работы на основе увиденных этих вебинаров, которые вам показывать будет Мария Тинелхаза и Асия Жарылкасанкызы. Так, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Ребята, у вас вопросы есть? Сайыр сайынында және саламатсыздар ма? Жобаға қатысушы оқушылар, әріптестер, ертең сағат 10-да вебинар сілтемесін дайындап жіберсем, онан кешікпей қатыссақ деп ескертіп қояйын деп едім. Маңғыстау уақыты бойынша сағат 10-да. Так, все слышали, да? Утром в 10 часов. Все сможете, да, ребята? Ага, это кто? Хорошо, кто еще? Ага. Сможете, да? Хорошо, хорошо. Тогда встречаемся, значит, завтра утром в 10 часов, и вы сможете увидеть практические работы. Так, еще вопросы есть у вас? Да, можете записывать сюда в чат. Сайыр сайынына сізге көп-көп рахмет. Жақсы материалдар беріп жатсыз балаларға. Енді ертең бұйырса Сағат 10-да кездесеміз. Ага, хорошо, все понятно. Мне ребята тут пишут, все понятно. Спасибо, молодцы. Хорошо. Да, если еще, да, если дополнительные вопросы будут, да, можете мне на WhatsApp чат отправить. Да, я вам отвечу. Да, хорошо. Хорошо, спасибо большое. Все, тогда мы завершаем сегодняшний наш вебинар. Я надеюсь, вы поняли, что такое графический дизайн, поняли, что такое дизайнер,
Ну, понятие, я думаю, у вас уже есть. Дальше уже это вам поможет в выборе есть. профессии после 9 класса. Спасибо вам за участие, спасибо вам всем. Наши эксперты, Кабира Кадырбековна, Жанат Сулейменовна, я вас вижу. Спасибо вам большое. До свидания. Сау болыңыздар. Спасибо, да, хорошо. Все понятно. До Да. свидания. Программасын дайындап қойсын, егер менімен бірге жұмыс жасаймын десе, ертең оқушылар. Мгм. Соны ескертіп қояйын деп едім ғой. Ага, хорошо. Как ссылку отправить? Я, ребят, Adobe иллюстратор программасы болса, ертең сағат 10-да вебинар кезінде менімен бірге жұмыс жасауына болады. Жақсы, Есть. сау болыңыздар. Adobe Ертеңге- Illustrator программаңыз болса, қосып қойсаңыз болады. Все, рахмет, сау болыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыз. Балалардың түрлерін көрмедік қой, балалардың. Көрсетпейді балдар түрлерін. Рахмет.